В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Сотрудничество между СМИ Китая и Якутии позволит укрепить культурные связи. Партнеры договорились обмениваться контентом. Якутские энергетики продолжают выполнение ремонтных работ на своих объектах. Специалисты просят горожан относиться к отключениям с пониманием. В этом году в Якутии из аварийного жилья расселят более 30 тысяч человек. На сегодняшний день ведется работа по строительству более 90 многоквартирных домов. В Якутске продолжается строительство пристроя школы номер 26. Ученики старших классов начнут свое обучение в новом корпусе к концу этого года. Помочь подросткам найти себя, научиться работать в команде и нести ответственность за принятые решения. Всему этому призвана интерактивная конкурсная программа, первый тур которой прошел вчера в Нерюнгри. Расскажем подробности. После проведения исторического саммита лидеров двух стран на космодроме «Восточный» отношения России и Кореи вышли на качественно новый уровень, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главой северокорейского МИД Цой Сон Хи. Министры в ходе переговоров акцентировали решимость противостоять гегемонистским устремлениям Соединенных Штатов, ведущим к обострению в регионе. Лавров пригласил МИД КНДР посетить Москву в удобное время. В свою очередь Цой Сон Хи отметила, что частые встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран доказывают, что корейско-российские отношения показывают динамику развития. Но сотрудничество между СМИ Китая и Якутии позволит укрепить культурные связи. В апреле этого года русскоязычная служба медиакорпорации Китая официально начала сотрудничество с вещательной компанией НВК «Саха» и новостным телеканалом «Якутия-24». Партнеры договорились обмениваться контентом. Мы выяснили у главы республики Айсена Николаева, какие перспективы он видит в укреплении контактов между местными и китайскими СМИ. Глава республики отметил, что подобное межрегиональное сотрудничество позволяет выйти медиакомпаниям на новый уровень. Оно очень важно, очень нужно для того, чтобы наши страны, наши жители лучше знали друг о друге, понимали лучше друг друга. Конечно же, у нас большой интерес к Китаю был всегда, и передачи о жизни Китая, об его развитии, об его достижениях, об его истории, культуре, о хороших местах, где бывают туристы, всегда достопримечательности, конечно же, будут интересовать всегда жителей Якутии. Ну и, конечно, я уверен, что и жителям Китая те телерепортажи об особенностях Якутии, об его природе, об ее людях, конечно, тоже будут очень интересны. До официального открытия ледовых переправ категорически запрещено выезжать на лед. Это чревато смертельной опасностью, напомнили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. За несанкционированный выезд на лед якутянам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам от 20 до 50 тысяч, компаниям и организациям от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Напомним, 17 октября на реке Лени началось устойчивое ледообразование. Сотрудники службы спасения проводят профилактическую работу «Тонкий лед». В связи с этим ведутся патрули, совместные рейды, беседы и занятия с населением, в том числе и с детьми. Так, в Саха-гимназии провели профилактическую беседу с учениками 6-7 классов о небезопасности перехода по тонкому осеннему льду и о действиях, если кто-то оказался на нем. Напомним, что в настоящее время идет формирование ледового покрова, и для того, чтобы он выдержал вес человека, толщина льда должна составлять не менее 7 сантиметров. Так как сейчас ударил мороз, намерзает лед, и проводится профилактика во избежание несчастных случаев. В основном это бывают детишки, так как это очень интересно, и взрослые, которые хотят укоротить дорогу. И буквально за несколько дней нами была пресечена несколько попыток перехода детишек этого льда и пару взрослых. В основном все без ЧП. Госавтоинспекция Ленского района призвала водителей сменить резину и перестроиться на зимний режим вождения. В связи с ухудшением погодных условий и понижением температурного режима на городских дорогах возможно образование наледи. В октябре и начале ноября традиционно возрастает и риск увеличения аварий, преимущественно незначительных. Основные причины ДТП – пренебрежение правилами безопасности, невнимательность и летняя резина, которую некоторые автовладельцы так и не нашли время поменять. Хотелось бы еще обратиться к жителям Ленского района.
У нас уже сменились погодные условия. Будьте любезны, пожалуйста, замените резину на зимнюю, потому что днем тает, утром заморозки. Дорога становится неуправляемым, транспортное средство становится на автомобильной дороге. Берегите себя и своих близких. Энергетики проводят плановые ремонтные работы на своих объектах. Из-за этого в разных районах города на время прекращается подача электроэнергии. Многих жителей, конечно, возмущает подобная ситуация, но энергетики обещают, что в ближайшее время работы на всех объектах капитального ремонта энергообъектов завершатся и плановых отключений больше не будет. Продолжит тему Александр Хавренко. Капитальный ремонт объектов энергетики в Якутске – мероприятие масштабное. Старые деревянные опоры заменяются на новые металлические, а также идет замена проводов на новые с большим сечением для обеспечения бесперебойного и безаварийного энергоснабжения. Ведутся работы по капитальному ремонту линий, таких как подстанция Табага, подстанция Радиоцентр, подстанция Хатунурях, Кангаласы, Радиоцентр. Проведен ремонт кабельных линий, порядка 67 объектов, общей протяженностью 16 километров. Проводится капитальный ремонт воздушных линий всех классов напряжения. На сегодняшний день установлено порядка 450 опор, заменено около 15 километров провода. Нередко ремонтные работы сопряжены с рядом трудностей. Заблоченная местность, опоры расположены за заборами частных домов. И, конечно же, главное неудобство для жителей – отключение энергии на несколько часов. Мы принимаем мероприятия по безопасному выполнению работы, отключаем линию, устанавливаем переносные заземления, чтобы, не дай бог, на рабочее место придет электричество, И в связи с этим тоже хочу, чтобы потребители отнеслись с пониманием. Данные виды выполнения работ не могут выполняться под напряжением. Энергетики спешат завершить все плановые ремонтные работы до наступления холодов, чтобы, во-первых, обеспечить бесперебойное энергоснабжение в зимнее время года, а во-вторых, не отключать потребителей от электричества, когда за окном столбик термометра опускается далеко ниже 0 градусов. Незаконные свалки на 3-м километре Вилюйского тракта 2, состоящие из отработанных автопокрышек объемом более 560 кубометров мусора, ликвидировали. По возбужденному прокуратурой региона производству главу управы строительного округа привлекли к административной ответственности по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления с назначением наказания в виде предупреждения». МинЖКХ и энергетики совместно с предпринимательством торговли и туризма Якутии разрабатывают отдельный механизм финансовой поддержки местных производителей товаров из вторичного сырья. В ходе рабочего визита представители ФПГ по Сибири и Дальнего Востока провели в Якутске обучающий семинар на тему «Как выстроить эффективное взаимодействие с фондом президентских грантов и успешно реализовать проект». Участники вместе с экспертами обсудили проблемы при реализации проекта и решения по их устранению. Подробнее о ходе семинара нам расскажет Тимур Колмогоров. В обучающем семинаре приняло участие более 150 человек. Это были как обычные участники с опытом создания проектов, так и без, а также победители прошлого конкурса президентских грантов. Семинар провели представители фонда Павел Кузнецов и Наталья Астахова. С этого года мы настроены начать работу именно в грантовой деятельности. Мы уже готовим несколько проектов, чтобы подать на следующий год, в 2024 году. И основное наше направление – это у нас патриотическое направление, а именно развить патриотический дух для наших детей, а также нашей молодежи Республики Саха-Якутия. Представители федерального проекта отметили, что при оценке бизнес-плана особое внимание уделяется его актуальности и направленности на решение социальных проблем. Также немаловажна открытость при выходе в СМИ и социальные сети. Главная особенность фонда президентских грантов, что мы не изменяем правила на протяжении долгого времени. По первости, первоначально у нас могли скакать сроки, например, подачи заявок, и люди могли не всегда вспомнить, или узнать, что там так или иначе проводится конкурс. Сейчас у нас сроки зафиксированы. Спикеры провели мониторинг реализации проектов победителей фонда президентских грантов, обсудили типовые проблемы при их реализации и дали советы по устранению ошибок в документации. Первый опыт участия мы не смогли
получить поддержку, потому что мы не были готовы к тому, чтобы написать грамотно наш проект. И мы учились благодаря ресурсному центру и фонду президентских грантов. Мы прошли несколько семинаров, участвовали в вебинарах. Такие обучающие семинары нельзя переоценить. Якутия является лидером среди регионов Дальнего Востока по количеству поданных и поддержанных заявок в фонд президентских грантов. За 2023 год одобрение получили 14 проектов на сумму более 18 миллионов рублей. Тимур Калмугоров, Георгий Григорьев, Якутск. За этот год 83 многодетные семьи Якутии получили соцвыплаты на улучшение жилья. Эта поддержка осуществляется по госпрограмме республики обеспечения качественным жильем, по которой помогают обеспечивать жильем многодетные семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей. При этом семьи состоят на учете в органах местного самоуправления как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Впрочем, в этом году в Якутии из аварийного жилья расселят более 30 тысяч человек. На сегодняшний день ведется работа по строительству более 90 многоквартирных домов с расселяемой площадью более 100 тысяч квадратных метров. Подробности в материале Мурфирины Алексеевой. По программе по расселению из аварийного жилья десятки тысяч якутян улучшили жилищные условия. Всего с 2019 года введено 186 многоквартирных домов и направлено более 61 миллиарда рублей. Активное переселение ведется во всех районах республики, включая районы арктической зоны. С 2020 года в 6 арктических районах введено 22 многоквартирных жилых дома для переселения около 1000 граждан. Вот, например, в Среднеколымском, Верхнеколымском районах, в Анабарском районе введены дома. Также очень активно на сегодняшний день ведется строительство. Вот сейчас, когда установится автозимник, начнется также завоз материалов для следующих домов. Динамичное строительство и заселение проводится в заречных районах республики. К примеру, квартальная застройка ведется в Чурапчинском улусе. С 2019 года по настоящее время расселено 746 квартир и около 2000 граждан. Построено 33 многоквартирных дома в 11 наслегах улуса. Наша семья жила с 2005 по 2019 года. В течение 15 лет мы жили в старом доме на первом этаже. Было холодно, и не было благоустройства, не было удобства. Жить в таких условиях было трудно. Благодаря этой программе наше село очень быстро и развивается, и улучшается. Масштабный проект реализуется в Горном районе. Кроме районного центра села Бердигистях, охвачены такие села, как Мытах, Кюрелях и Кептин. На сегодняшний день в Улусе введены в строй 20 многоквартирных домов, в которых ключи от новых квартир получили 1324 жителя Улуса. С вводом на текущий год строится 42-квартирный жилой дом, в котором планируется расселить 2400 квадратного метра. А также с вводом на следующий год строится 45-квартирный жилой дом. В программе переселения включены 18 квартир, в котором будут расселяться 921 квадратный метр. В Якутске по программе комплексного развития территории строятся новые микрорайоны, где граждане-переселенцы могут получить новые квартиры взамен старому жилью. Так ведется строительство микрорайона «Звездный», куда уже переселено более 600 семей. Пожалуйста, проходите. Здесь у нас постепенно стадии переезда, поэтому у нас здесь все. Очень просторная такая прихожая? Да, очень просторная прихожая, да. Еще раз, сколько у вас квадратов? 56. Было у нас 52,9, стало 56,3. Нам квадраты увеличили, очень даже хорошо. В текущем году в Якутии по всем действующим этапам программы переселения предусмотрено около 35 миллиардов рублей. В 2024-м – 10 миллиардов. Чтобы ускорить реализацию программы, глава Якутии предложил наращивать темпы строительства путем повышения производительности труда и внедрения передовых технологий в жилищной отрасли, а также введения в эксплуатацию новых предприятий по производству стройматериалов. Мурфирина Алексеева, Семен Семенов, Якутск.
Состоялось совещание о комфортной городской среде с Дмитрием Садовниковым. Федеральный проект формирования комфортной среды реализуется с 2017 года. В рамках этого проекта благоустраивают 29 районов республики. В проекте есть 3 направления. Это региональный проект формирования комфортной городской среды, второе направление – 1000 дворов на Дальнем Востоке и реализация благоустройства территорий в городе Якутске. Общий объем финансирования составляет 2,5 миллиарда рублей. Наше обособленное подразделение представлено здесь с целью осуществления функций технического заказчика и строительного контроля за строительством объектов. В данный момент здесь строятся 4 школы. Сегодня мы провели такой промежуточный контроль, что называется, сверили часы между генподрядчиком. Пришли к выводу, что при условии выполнения тех задач, которые поставил Дмитрий Дмитриевич, своевременно и в полном объеме эти объекты, наши объекты, будут сданы в срок. В Якутске продолжается строительство пристроя школы номер 26. Коробку здания возвели в августе. Сейчас закончили работу по возведению кровли здания. Готовность благоустройства площадки составляет 95%. Напомним, что в 2021 году школа стала участником федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Якутии в рамках национального проекта образования. Подробности в следующем материале. Первую сваю пристроя школы номер 26 установили еще в декабре 2022 года. Сейчас обшивают наружные стены плиткой, внутри проводят канализацию и электричество. Здание пристроя будет 3-этажным. Общая площадь составит более 4000 квадратных метров. Здесь будет 22 учебных кабинета, спортивные актовые залы, 3 лаборатории, медицинский кабинет, библиотека, тир и буфет. Здание готово на 70%. Наружные работы все практически закончены. Только остались мафы монтировать. Все по озеленению, наружное освещение, все закончено. По пристрою у нас по зданию сейчас ведутся фасадные работы, где-то 40% закончено. Внутри отделочные работы ведутся, инженерные системы ведутся. Примерно 50% закончено внутри. Ввод дополнительного здания запланирован в декабре текущего года. В новых светлых классах будут обучаться учащиеся с 9 по 11 классы. Новое здание пристроя рассчитано на 315 мест. Сейчас в школе номер 26 обучаются свыше 1800 детей в 2 смены. Конечно, мы все с нетерпением ждем пристроя ввода нашего пристроя. Это случится уже в декабре этого года. Осталось буквально более чем 2 месяца. К сожалению, школа не сможет перейти на односменный режим обучения. Как известно, 26-я школа одна из крупных не только в городе, но и в республике. Ввод пристроя, он, конечно, это разгрузит нашу школу, безусловно. Также планируется открытие Центра детских инициатив, группы продленного дня, подготовки для первых классов, курсов по повышению качества обучения для старшеклассников. До сих пор наши помещения не позволяли школе, нехватка помещений не позволяла этим заниматься. Напомним, что в 2023 году продолжается строительство пристроев не только к школе номер 26, но и к Хатасской школе, а также к школе номер 29. Безусловно, строительство пристроев поспособствует созданию новых мест, повышению качества образования и по возможности ликвидации 2-й смены. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Рособорнадзор анонсировал изменение модели поступления в 10 классы колледжа. Руководитель ведомства Анзор Музаев отметил, что на данный момент они не соответствуют современным требованиям. По словам Музаева, в 2023 году изменений не планируется, но в скором времени подход, в том числе количество экзаменов, пересмотрят, заверил глава ведомства во время всероссийской встречи с родителями. Руководитель Рособорнадзора отметил, что все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает. 19 октября в 1811 году был открыт Императорский царско-сельский лицей. В эту дату в России отмечается День лицеиста. В Якутии действует более 1500 десятков лицеев. Алданский же в прошлом году отметил 30-летие. Какие традиции сохраняются сегодня, узнали наши корреспонденты.
В библиотеке Алданского лицея старшеклассники вместе с наставником готовятся к торжественной линейке, на которой состоится посвящение младших товарищей в лицеисты. Современный лицей мне очень нравится. Тут атмосферно, школа небольшая, но поэтому как раз тут взаимоотношения с учителями хорошие. И, в принципе, сама по себе атмосфера уютная. Проведение праздников и торжественных мероприятий – это лишь часть задач, которые курирует советник директора по воспитанию. К его ведению относятся 12 векторов. Работа по каждому из них в лицее велась и ранее, а новый формат открыл дополнительные возможности для развития и личностного роста школьников. Туризм и путешествия, есть такое направление в российском движении детей и молодежи, оно тоже охвачено, потому что мы на сегодняшний день принимаем участие в таком проекте, который называется «Открой свою Якутию». Я участвую в проекте «Кэскил» САС. Мы выполняем ежемесячные задания, нам их присылает Якутск, и мы снимаем информационные ролики. Лицей – одна из самых молодых школ Алданского района. Своих первых учеников он принял в 1992 году. За 3 десятка лет сложились традиции, а в приоритете остается качество образования. Современный лицеист – это человек, это ученик, который занимается не только учебой, но и занимает активную жизненную позицию, занимается спортом, научно-исследовательской деятельностью. Ну и во всем примером должен быть для учащихся других школ. Акцент в учебно-воспитательном процессе ставится на профориентационную деятельность. Так, сегодняшний 10 класс является педагогическим. Юноши и девушки знакомятся со спецификой профессии учителя. А самые первые навыки им помогут приобрести дошколята. Это дает новые возможности как в сфере психологии, так и вообще в жизни. И я, конечно, думаю, что, наверное, я свяжу свою жизнь с психологией и педагогикой. Общение, работа с детьми поможет нам в будущем, даже когда мы начнем заводить свои семьи, мы уже будем знать, как общаться с маленькими детьми и что, в общем-то, делать. Сегодня вся страна отмечает День лицеиста. 19 октября 1811 года был открыт Императорский царскосельский лицей. Возрождение этого типа учебных заведений пришлось на 90-е годы прошлого столетия. Сохраняя лежащие в основе традиции, Алданский лицей полностью отвечает требованиям современности. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. 21 октября во всех образовательных организациях профессионалитета будет проводиться единый день открытых дверей в 79 регионах России. Это уникальная возможность познакомиться с образовательными учреждениями, узнать о специальностях и условиях обучения, а также задать все интересующие вопросы. Якутский сельскохозяйственный техникум приглашает присоединиться к этому событию. Гостей ждет увлекательная экскурсия по учебным аудиториям и лабораториям, где они смогут рассмотреть оборудование, используемое в образовательном процессе, познакомиться с опытным преподавательским составом и задать вопросы о программах обучения и требованиях для поступления. Помочь подросткам найти себя, научиться работать в команде и нести ответственность за принятые решения. Всему этому и многому другому призвана интерактивная конкурсная программа, первый тур которой прошел вчера в Нерюнгри. Подробности в материале далее. В Центре развития творчества детей и юношества города Нерюнгри прошел первый тур районной интерактивной игровой конкурсной программы «Наставник и его команда», которая получила грант главы Республики Саха-Якутия. В этом году в программе принимают участие ребята, состоящие на всех видах профилактического учета. Сегодня первый тур у нас посвящен развитию командообразования и лидерских качеств. Сегодня у нас будут присутствовать на игре 110 человек со всех образовательных учреждений Нерюнгринского района, включая и поселки. И также параллельно сегодня состоится совещание кураторов команд, которые сформировались на базе образовательных учреждений. Каждой команде достался куратор из числа участников районного штаба Союза детских общественных объединений «Содружество» для координации совместной работы. В течение этого тура и в течение всего года ребята учатся взаимодействовать в команде, учатся писать новые проекты, а также привлекаются к новым видам деятельности, то есть творческое искусство, например, написание проектов, также к социальной активности в нашу команду. Команды получили очень интересное задание – снять видеоролик на тему «Модель здорового человека» и рассказать о том, какой он, и поднять проблему того, что не все за своим здоровьем следят. Мы будем рассказывать о том, как проводят свой день люди, зожники,
Вот. Мы будем снимать ситуацию в школе двух разных семей, то есть психически здоровый ребенок и психически больной. Получается, то есть у кого-то отношения с родителями хорошие, у кого-то нет. Мы будем снимать видеоролик о спорте, мы будем его презентовать. Да, мы будем его презентовать, как он будет выглядеть и для чего это вообще нужно. Да, для чего это вообще нужно. Креативный подход и слаженная командная работа принесла свои плоды, и результаты не заставили себя долго ждать. Тот, который занимается спортом. Тот, который не пьет и не курит. Гармонически развит и адаптирован к окружающей среде. Интерактивная игровая конкурсная программа наставника и его команды рассчитана на весь учебный год, а значит, впереди у ребят еще много командных испытаний. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с нами.